На казахском языке слово «кара» черное означает не только плохое, негативное, также имеет символическое значение святости, священности. Родная земля – священное понятие для казахов. Ее также называют «кара-жер» – черная земля. В словосочетаниях «кара-кыпшак» слово «черный» характеризует не внешность кипчаков, а употребляется в значении «многочисленный народ». Шаңырақ – древний круг на верхушке юрты, означает продолжение рода. Шаңырақ передавался от деда отцу, от отца сыну. Дом, который остался в наследство, называется Кара Шаңырақ. В казахском миропознании также особое место занимает казан. Кара казан символизирует достатка и мирного жизни, а перевернутый казан – знак голода. Слово «кара» имеет много положительных значений. Святость. Кара Шаңырақ – дом предков. Кара-жер – святая земля. Кара домбра – святая домбра. Кара казан – достаток, богатство. Кара сөз – мудрые слова. Хорошее и позитивное. Кара казан – көтеру, варить мясо. Кара сойып – той жасау, устроить праздник, принося в жертву животное. Кара тану – владеть грамотой. Біреуді кара тұту – считать своей опорой. Большой, многочисленный, сильный. Кара бұқара халық – народная масса. Кара нөпір – большое скопление людей. Кара күш – мощная сила. Кара қол – многочисленные войска. Кара нөсер – ливень. Кара суық – сильный, сухой холод. Кара жұмыс – физическая работа. Справедливость. Кара қылды қақ жару. Разрезать посередине черные волосы. Решить спор по справедливости. Красота. Кара көз. Девушки-казашки. Сүмбіл қара шаш. И сине-черные волосы. Мойылдай қара мұрт. Прекрасные черные усы. Кара қасы қиылған. Черные брови в разлет. Умиление. Қарағым, қарғам, қарашығым, қаратайым, милый, милая. Қарадомалағым, мой милый ребенок. Қара сөзімен тіркесетін тағы қандай сөздерді білесіңдер? Комментарияға жазып кетіңдер.